Озеро Байкал. На западных склонах Байкальского хребта берет начало одна из величайших рек мира — Лена. 5000 километров пробегут ее воды по востоку Сибири. Далеко за полярным кругом вольются они в холодное море Лаптевых. Верховья Лены. Неширокая, тихая, извивается река по таежным просторам. Поселок Качуга. Отсюда начинается судоходство по Лене, Великая Ленская водная магистраль. 3938 километров до устья реки. В самые отдаленные районы Восточной Сибири, Якутии и Крайнего Севера направляются многочисленные грузы. Непрерывным потоком поступают они к пристаням Качуги и Осетрова. Протекает Лена через страну гористую, покрытую дремучими лесами, между берегами живописными, в своих видах до бесконечности разнообразными. Так описывали Лену старинные русские путешественники. Один из старейших городов на Лене — Киренск. Еще в начале 17 века проникли сюда казаки. Здесь проходили русские землепроходцы и мореходы — Хабаров и Дежнев, Атласов и Беринг. А по берегам на тысячи километров протянулась тайга, богатая зверем и птицей. В среднем течении Лена становится все шире и полноводней. Алекминск — центр богатого земледельческого района Якутской автономной республики. 8 месяцев длится суровая якутская зима. 60 градусов достигают морозы.
На глубине 1-2 метров слой вечной мерзлоты, короткое засушливое лето. Хлеба в ней совсем не родится, а доставляется он из верховых мест, говорится в старинном географическом словаре. Так было. А сегодня колхозники Якутии в содружестве с учеными выращивают богатые урожаи пшеницы, ячменя, ржи. Издалека за много тысяч километров доставлены сюда новейшие сельскохозяйственные машины. Ленские столбы. Веками создавали их искусные зодчие. Мороз и солнце, вода и ветер. Вы слышали здесь звоны камбальные, здесь томились народа сыны. А теперь сторона эта дальняя, часть великой свободной страны. Покровск. В Покровской больнице работал и жил, находясь в ссылке, соратник великого Сталина Серго Орджоникидзе. Якутская государственная селекционная станция. Советские ученые не ждут милости от природы. Рядом с полюсом холода агрономы-энтузиасты вырастили высокоурожайные и скороспелые сорта семян. Мелкоколосой, якутянки, крупноколосой и даже ветвистой пшеницы. Теперь здесь вызревают разнообразные овощи. А в стелющихся садах плодоносят уже молодые яблони, переселенцы из далекого Мичуринска. Неподалеку от Покровска расположена одна из многочисленных на Лене звероферм. Черно-серебристые лисы — редкий и ценный зверь. Но еще дороже мех норки. Самолет летит на Якутск.
декабристы и Чернышевской, Петр Алексеев и Короленко, Орджоникидзе и Ярославской, тысячи лучших сынов России томились в суровой якутской ссылке. Якутск. В 1632 году казачий сотник Петр Бекетов заложил на Лене острог для государева величия, и прозван тот острог Якутским. Ныне Якутск — административный и культурный центр социалистической Якутии. Широко раскрылись перед якутской молодежью двери школ и институтов. Расцветает искусство освобожденного народа. Непревзойденным мастерством отличаются работы художников, резчиков по мамонтовой кости. В живописных окрестностях города проводят свой отдых трудящиеся Якутска. И не верится, что это в Якутии, в стране лютых зим и морозов. Еще шире разлилась за Якутском Лена. Недаром зовут ее якуты Улахан-Урях, что значит «большая река». Сангары. Богатое месторождение высококалорийного каменного угля. На несколько километров протянулись к реке ленты транспортеров. Все дальше на север плывут караваны груженных судов. Здесь Лена пересекает полярный круг. Вплотную к реке подходят отроги Верхоянского хребта. Нагорная тундра. Бесчисленные стада северных оленей пасутся на ней. Олени — основное богатство эвенских колхозов.
Куда бы ни зашли со стадами пастухи Эвены, всюду живут они единой жизнью со всей своей необъятной родиной. Обильной рыбой низовья Лены. Тысячи центнеров рыбы вылавливают ежегодно рыбаки-колхозники. Остров Столб. За столбом Лена разливается на сотни протоков, образуя огромную дельту шириной около 250 километров. Здесь кончает долгий путь великая река, отдавая свои воды холодному морю Лаптевых. Еще недавно пустынны и необитаемы были эти места. Лишь немногим смельчакам, полярным исследователям, удавалось проникнуть к устью Лены сквозь льды северных морей. И только в наши дни, с освоением Северного морского пути, открылись ворота Лены в океан. Неподалеку от ее устья создан арктический порт Тикси. Знает Лена постройки народные, что за далью сибирских лесов. Отдает им река полноводная все богатства своих берегов. Наша В Архангельск и Владивосток, в Ленинград и Мурманск уходят отсюда корабли, прочно связывая берега Лены с необъятными просторами любимой родины.